Наставник помогал наставляемому, наставляемый, который человек более современного уровня, тоже может помогать. Понять, что он на своем месте, что он может многое, что он потом сам может быть наставником. В принципе, у меня никаких ожиданий не было, я даже не знал, что у меня будет наставник. Естественно, нужна поддержка, помощь, ориентир. И вот это как раз ориентиром для меня стала Наталья Эдуардовна. Всем привет, я Валентина Варламова, это проект «Из первых уст». Вот и стартовал 1 января 2023 года, год педагога и наставника. Быть педагогом ответственно, а наставником, думаю, вдвойне, если не втройне. Как молодой специалист отмечу важность работы наставника и то, что он нужен каждому молодому специалисту. В свою очередь выражаю огромную благодарность администрации школы номер 31 за то, что в первый год моей педагогической деятельности назначили моим наставником Нину Викторовну Власову. Она оказывала большую поддержку, помощь и всегда была рядом. Она занимает особое место в моем сердце, как и весь коллектив 31-й школы. Ну что ж, уважаемые коллеги, желаю вам приятного просмотра. Оставляйте свои лайки, комментарии и обязательно подписывайтесь. Здравствуйте, я Митюкова Наталья Эдуардовна, учитель русского языка и литературы средней школы номер 29 и наставник Марьяны Михайловны Семеновой. Здравствуйте, я Семенова Марьяна Михайловна, как Наталья Эдуардовна сказала, она мой наставник. Работаем в 29-й школе. Здравствуйте, я Корнилова Надежда Константиновна, работаю учителем биологии и географии в 10-й школе города Якутска имени Дмитрия Георгиевича Новопашина и являюсь наставником молодому учителю Гоголеву Дмитрию Дмитриевичу. Всем здравствуйте, меня зовут Гоголев Дмитрий Дмитриевич, я учитель географии. Я начинала работать в 3-й школе и проработала там достаточно долго. Там просто прекрасная школа наставников. Мой самый любимый наставник — это Новопашина Виталина Серафимовна. Она, к сожалению, уже не с нами. Это Елизавета Вениаминовна. Расскажу случай про Елизавету Вениаминовну. 2 сентября, как только я пришла в школу, она пришла ко мне на урок. Посетила мой урок. Она завуч в нашей школе была. Значит, и после урока я пошла к ней на разбор полетов, так скажем. И вот она все мне там похвалила, сказала, где как лучше, где вот нужно было по-другому. А потом говорит: знаете, Наталья Эдуардовна, вы так убедительно рассказывали, что слово «палисадник» пишется с буквой «О», что я поверила вам, а не словарю. Открывает словарь и показывает мне, а там, конечно, написано «палисадник». Я чуть со стыда не сгорела. Ну, понимаете, вот какой вообще, какой она великий педагог, Елизавета Вениаминовна. То есть она не ткнула мне носом, не сказала: как не стыдно, вы не знаете, как пишется слово «палисадник». Она сказала: вы так интересно рассказывали, что я поверила вам, а не словарю. Вот я считаю, что когда наставник так ведет себя со своим подопечным и не подрезает ему сразу крылья, а дает возможность двигаться дальше, вот это, мне кажется, что просто верх профессионализма. Да, в то время, когда я начинала свою деятельность, были наставники. У меня был наставник, учитель физики. Но я начинала учителем химии и биологии, а она работала со мной, была намного старше, значит, уже опытный учитель, Алла Терентьевна. Я помню ее до сих пор. Я ходила на ее уроки, училась у нее. Мне кажется, конечно, обязательно, да, нужен. И я очень благодарна вот Наталье Эдуардовне, когда первый год пришла, работаю, и тут, естественно, нужна поддержка, помощь, ориентир. И вот это как раз ориентиром для меня стала Наталья Эдуардовна. Все вопросы, касающиеся, как вести консультацию, как подготовиться к урокам, я сразу бегу к Наталье Эдуардовне. И хочется тоже сказать, что вот повезло мне с коллегами. С Натальей Эдуардовной у нас еще и Наталья Кирилловна работает, Синичева, да. Мария Николаевна Лукина. Вот они как раз такие люди, которые мощную поддержку, опору, ориентир делают именно молодому специалисту. Они всегда везде помогают. И вот как раз очень хочется сказать всем, да, учителям, у кого есть стаж, помогайте молодым. Молодым это очень нужна такая вот поддержка. Да, я считаю, определенно нужен. В принципе, мне повезло. Я пришел в школу, и у меня сразу был наставник. И был
было с кем советоваться и к кому можно прийти с трудными вопросами. Главная миссия наставника заключается в том, чтобы молодой учитель почувствовал свои силы. И, конечно, он будет допускать ошибки какие-то. Самое главное – помочь ему вот понять, что он на своем месте, что он может многое, что он потом сам может быть наставником, что он может научить и научиться очень многому. Вот с Марьяной это просто было вот очень удобно работать. Но миссия, я считаю, громко сказана. Значит, в учительской работе есть, да, вот как сказал Дмитрий Дмитриевич, очень много трудных иногда проблем. Особенно для молодого учителя. Молодой учитель не такой опытный, многого не знает, даже таких простых вроде бы для нас, да, для опытных учителей вопросах, ну, например, там, составление какого-то отчета, может быть, да, или просто работа с учениками, или организация какого-то мероприятия. Дмитрий Дмитриевич ко мне подходит, мы с ним разговариваем, советуемся. Вот в этом заключается миссия наставника. Главная миссия наставляемого – это, во-первых, внимательно слушать, прислушиваться к советам, потому что все-таки наставник – это человек, который с опытом, человек, который вот помогает тебе, желает добра, советует, и надо прислушиваться. И, конечно же, благодарить. Слушаться, главное, наставника, конечно же. Советоваться, чаще всего советоваться, не сидеть, не замыкаться в себе и подходить к наставнику и спрашивать. Ну, наставник должен научить молодого специалиста в первую очередь пониманию ученика. Потому что если ты не будешь понимать ученика, не будешь понимать его хороших сторон, там, не очень, может быть, хороших, не будет понимать его настроение, то никогда не будет контакта с ребенком, а если не будет контакта с ребенком, то не будет никакого успеха вообще в обучении. Поэтому это самое главное. Во-вторых, это уважение к ученику, потому что без этого тоже невозможно. И в каждом ребенке надо уметь видеть что-то хорошее, и этому надо учиться. Я думаю, что так. В школе, наверное, самое главное, да, значит, чтобы передать свой опыт человека, который, конечно, в школе многое познал, значит, даже просто, может быть, как себя надо держать, как даже разговаривать, даже иногда навязывается манера, какая может быть. И по любому поводу, да, если вот, например, так же, как наша сегодня встреча, приглашать своего наставляемого, вовлекать его куда-то, может даже личным примером, и все время быть на виду, и если будет нужна какая-то помощь, каждый раз приходить на эту помощь, значит, оказывать ее в полной мере, желательно. Оправдались. Но ожиданий как таковых в самом начале вот учебного года, когда первый год пришла, таких ожиданий не было, потому что все новое, я ничего не знала, боялась всего, но все-таки где-то в глубине души я чувствовала, что вот Наталья Эдуардовна всегда поддержит, поможет, скажет, что нужно, как нужно. И до сих пор вот мы с Натальей Эдуардовной вместе, всегда любой вопрос подхожу, спрашиваю, и она так добро скажет. Ну, когда я пришел в школу, в принципе, у меня никаких ожиданий не было. Я даже не знал, что у меня будет наставник. И мне опять-таки повезло, то, что у меня есть наставник, то, что мой наставник, предметник, тоже ведет географию. Эффективная работа складывается, конечно, из того, что мы сначала планируем эту работу, потом по этому плану, значит, придерживаясь его, может быть, не обязательно прямо скрупулезно, мы работаем, значит, при этом стараемся, чтобы затронуть такие вопросы, чтобы росло мастерство, например, наставляемого. А есть такие мероприятия, где надо, например, делать
но обязательно опять совет, какие-то наставления, значит, и работать более тесно. Вот тогда работа проходит эффективно. Но нужно в первую очередь проникнуться симпатией к своему коллеге. Вот. А когда у человека взаимная симпатия, ему всегда хочется помочь. И все равно иногда бывают такие моменты, когда, как говорится, знания переполняют, и хочется их кому-то передать, потому что очень трудно бывает все это носить в себе. И когда есть благодарный слушатель, ну, такой, например, как Марьяна Михайловна, который все это впитывает, и потом, я знаю, он это на уроках тоже делает, то вот это очень важно. И я стараюсь каким-то образом это делать. Молодой специалист из моего опыта больше всего требуется в помощи с документацией, также с работой с учениками из класса. Опять-таки я помощь получаю практически от всех. От администрации, от своих коллег. Коллеги также мне очень сильно помогают. И, конечно же, от наставника. Я думаю, что молодые специалисты нуждаются в поддержке не только со стороны наставника, но и со стороны коллег. Коллеги тоже поддерживают, помогают, советуют. И психологическая поддержка, моральная поддержка обязательно. И книги методические какие-то тоже помогут молодому специалисту. Эффективность работы наставника видна в становлении наставляемого. Как он включается в коллектив, как он себя показывает на работе, какие у него достижения, как он вообще принимает участие, не принимает участие в каких-то общественных мероприятиях. Вот у Дмитрия Дмитриевича очень много таких сторон. Он, например, у нас активный спортсмен, можно сказать. Дмитрий Дмитриевич участвует во всех мероприятиях, которые проводятся в школе. Я вот думаю, что и мой личный пример в этом чувствуется. Значит, Дмитрий Дмитриевич не боится проводить открытые уроки уже совершенно, хотя работает всего 3-й год. Вот в этом я вижу эффективность своей работы. Я считаю, что мы работаем эффективно, и это можно определить по многим параметрам. Ну, во-первых, Марьяна Михайловна состоявшийся педагог в полном смысле этого слова. Это человек, которого очень любят дети, учителя, администрация, потому что она у нас просто незаменимая во всех отношениях. А если рассматривать чисто с профессиональной точки зрения, то Марьяна Михайловна в нашей школе, несмотря на то, что она работает еще не очень давно, она уже у нас учитель высшей категории. Я считаю, что это важное такое доказательство. Она участница всевозможных конкурсов. Все наше методическое объединение в этом тоже помогало Марьяне Михайловне. Не только я, конечно, однозначно. Основным результатом я считаю результат учеников. У нас есть призер муниципального этапа по географии Олимпиады. Также я являюсь советником директора по воспитанию, новая должность в школах республики. Я занимаю данную должность. И также, так как я являюсь молодым учителем, работаю 3-й год, то у меня в целом все впереди. Я надеюсь на это. Во-первых, я пришла студенткой сюда, в 29-ю школу работать. Потом у меня была базовая только категория и достигла, как Наталья Эдуардовна сказала, за такой промежуток времени высшей категории. Участвовала в конкурсах, городских конкурсах. Во-первых, это конкурс «Молодой учитель русского языка и литературы». Абсолютным победителем стала. Да, молодец. И учитель года тоже принимала участие. Лучший классный руководитель, тоже городской конкурс, принимала участие. В финал прошла, да. И самые такие большие основные конкурсы назвала, перечислила. Можно я еще добавлю, потому что Марьяна Михайловна не только участвует в конкурсах, она еще участвует во всевозможных конференциях, выступает с очень интересно представляет свой опыт. То есть действительно молодец.
во всех смыслах. Спасибо. Вот я хотела бы пожелать, чтобы у них было очень тесное сотрудничество, чтобы они не только наставник помогал наставляемому, наставляемый, который человек более современного уровня, тоже может помогать. Потому что Дмитрий Дмитриевич мне тоже в каких-то случаях помогает, и поэтому, чтобы это сотрудничество между ними было взаимным. Вот такое пожелание. Ну, я бы хотел пожелать наставникам терпения, достаточно большое терпение, так, и наставляемым открытость, не замыкаться в себе, идти к своим наставникам, ну, не только наставникам, но и коллегам, к администрации, советоваться, так как вы молодой учитель, вам все равно всегда помогут, в школах всегда рады молодым учителям, поэтому не замыкаться и всегда советоваться с другими, с коллегами. Ну, я бы дала совет следующий. Во-первых, нужно прислушиваться друг к другу, потому что учится не только молодой педагог у опытного, но и опытный у молодого. Без этого невозможно. То есть должен быть взаимообмен идеями, мыслями какими-то, наработками, и только тогда можно добиться хорошего результата. Потому что если у тебя что-то хорошее получается, ну, например, какой-то урок интересный, я всегда рассказываю, например, Марьяне Михайловне, что вот был такой хороший урок. Она его, конечно, по-своему сделает, но все равно идею она возьмет, а значит, когда идея она расширяется, то она принесет больше пользы. Мне кажется, что это очень важно. И нельзя ограничивать себя рамками какого-то определенного времени. Вот молодой педагог 5 лет и все. Мне кажется, что такое сотрудничество должно продолжаться долго. Вот, например, как и сейчас. как в нашем нас. варианте, Да. мы до сих пор. Теперь я уже, правда, не знаю, кто у кого учится. Вот. Мгм. А молодым специалистам я бы посоветовала не стесняться, спрашивать. Любой вопрос подойдите, спрашивайте. И ваши наставники, коллеги вам подскажут верный путь, помогут советами, поддержкой. Мгм. Вот. И пусть посещают уроки опытных учителей, смотрят. Чем больше уроков они посмотрят, ну, тем больше опыт набирают. И, конечно, это хорошо для них. И для тех, кого смотрят, тоже. Потому что когда готовишься к уроку и знаешь, что к тебе придет, например, кто-то, ну, даже пусть совсем-совсем неопытный человек, то все равно начинаешь уже там что-то придумывать. А когда что-то придумываешь, изобретаешь, то сам тоже, соответственно, растешь. Мне кажется, что это очень здорово. Когда мы в 7 классе, не помню, в прошлом году, по-моему, когда проходили Африку, у меня у одного ученика возник вопрос, где находится Конго, не в Конголасах ли она? Смешных случаев было немало, но вспоминается один. Когда я работала в 9 школе, значит, ко мне подошел мальчик Дима и спрашивает: Наталья Эдуардовна, вы уже давно в школе работаете? Я говорю: да, давно. Он говорит: а сколько вам лет? Я говорю: ты что, Дима, женщинам нельзя задавать такие вопросы, это неприлично. Насколько женщина выглядит, столько ей лет. Он так отошел в сторонку, так посмотрел на меня сверху вниз и ушел. А я до сих пор мучаюсь, сколько же он мне тогда лет дал? Да, Очень, однозначно. 100%. Я считаю, очень повезло. Во-первых, мне нравится, что Дмитрий Дмитриевич не слишком меня достает, как наставника. Приходит только по конкретным вопросам. Если что надо, мы всегда находим согласованный ответ и все решаем вместе. Мне, да, определенно, как я уже говорил, определенно повезло. Когда я была молодой учительницей, я все время думала, может поменять профессию, может уйти куда-нибудь. И вот сейчас я как раз сожалею об этом, что у меня были такие мысли, и они наверняка немножко мешали даже работать. Конечно, очень хотелось бы, чтобы с самого начала, значит, я всегда считала свою профессию правильно выбранной, потому что с какого-то момента, вначале ты, конечно, решаешь, что это все правильно, потом у тебя возникает сомнение, может быть, у каждого человека они такие бывают.
Я даже пыталась уходить от профессии. А потом, сейчас я уже думаю, что если бы я вернулась в прошлое, я бы полностью все это изменила, все свои мысли, и теперь уже более чем уверена, что я должна была всегда работать учителем. Ну, у меня опять-таки со студенчеством были моменты, когда я хотел бросить, но придя в школу, я понял то, что я правильно выбрал свою профессию. Я бы хотела познакомиться с Марьяной Семеновной, ой, Михайловна. Михайловной, с Марьяной Михайловной, ну, еще раньше. Не 10 лет назад, а раньше. Тогда мы вообще были бы прям не разлей вода. Наверное, можно так сказать? А я бы, наверное, не стала ничего менять, потому что так благодарна судьбе, что вот судьба предоставила такую возможность встретить Наталью Эдуардовну. Дорогие зрители, благодарю за просмотр. Обязательно подписывайтесь, оставляйте свои лайки, комментарии. Мне безумно приятно получать от вас обратную связь. Делитесь ссылкой на видео, на сообщество со своими друзьями и коллегами. И до новых встреч!